Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться. Нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон, мои милые. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Какой подарок от Вселенной вы получите? Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о своей жизни, о своих мечтах и планах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какой подарок от Вселенной я получу? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте-ка посмотрим, что же за подарок вам приготовила Вселенная. А тут подарок не один будет, сразу говорю. Тут не один. Тут несколько подарков идет, причем от больших до малых. Смотрите, во-первых, у вас из малых подарков открытие дорог и открытие возможностей. Смотрите, вы реализованный человек. Здесь к вам несут, а здесь вы несете. То есть к вам будут нести возможности, открывать перед вами двери, давать вам подсказки, ключи, что-то вот вам выдавать, да, такое может быть не самое крупное, но какую-то вот подсказочку, советик, какое-то исполнение, хотелочку, да, вам будут давать. Дальше вы несете себе в жизнь, себе в дом то, чего хотите, то, чего желаете. Но опять же таки это вот в каких-то малых формах. И еще у вас дополнительно открывается возможность, которая может в принципе поменять всю вашу жизнь, но эту возможность ее нужно, вы знаете, как клубок раскрутить. То есть это достаточно интересный момент, он редко встречается, но очень хорошо отыгрывается. То есть возможность, которую не стоит упускать. И вы ее не упустите, вы ее не пропустите, потому что, как на голову упадет, да, вот такая монетка на голову упадет, и вы будете думать, значит, нужно куда-то ее применять. Мне что-то нужно делать с этой монеткой. Дальше. Здесь я вижу, что у вас дороги есть, дороги от вас сейчас. Тут по цифрам идут 7, 9, 5. Может быть, эти цифры будут очень важны, либо знаковы в вашей жизни, но вот, может быть, они связаны будут с дорогами. Дороги у вас, я так понимаю, и длинные будут, и короткие, но какая бы дорога вам не выпадала, и что бы в этой дороге вы не встречали, либо не происходило с вами, вы должны понимать, что это ваша судьба, и что вам это идет обязательно в какой-то дар. Например, да, может быть дорога очень легкая, успешная, удачная. Вы там поехали, получили максимум удовольствия, все свои дела поделали, на расслабоне вернулись. А бывает дорога, которая через испытания проходит, где-то что-то не получается, нужно там ждать, пробиваться, добиваться. То есть какие-то вот такие усложнения идут. Но при этом вы делаете какие-то дополнительные действия, либо знакомитесь с какими-то интересными людьми. То есть вы все равно должны были это пережить. И эта дорога, будучи сложной, вам в конце концов принесла позитив и принесла вам какие-то полезные связи, новости, знания. То есть вы приобретаете в каждой дороге, в которую вы ходите, вы что-то приобретаете. У вас по жизни вот 3 и 3, да, вот 3 дороги идут. 3 основные дороги. Причем одна из этих дорог уже у вас была, но пока результат вы с той дороги еще до конца не дополучили, вы еще будете получать в будущем. 2 новые дороги у вас впереди. Смотрите, 2 новые дороги. Одна из них очень дальняя, то есть эта дорога говорит о путешествии куда-то далеко. Может быть, там на корабле будете плыть, на самолете лететь, причем долго. Это не ситуация 2-3 часов, это вот куда-то прям далеко-далеко, может быть, на другой конец света, может быть, на другой континент. Вот очень интересная дорога, причем это дорога судьбы. Эта дорога может полностью поменять вашу жизнь и ваше будущее. Вы понимаете, у вас выбор будет между двух людей, либо 2 стран, 2 обстоятельств, 2 желаний. Понимаете, будете выбирать. Вам подарком идет это именно возможность выбора.
То есть выбор, который дает вам судьба, который дает вам Вселенная. И вы будете прям таки думать, да, где бы мне не прогадать и как бы мне все это удачно сделать. Я скажу вам такую вещь. Я не вижу, чтобы вы здесь прогадали, потому что и один путь, он хорош для вас, и другой путь хорош для вас. В одном пути вы, например, который вы выбираете, вы становитесь человеком очень исключительно значимым. То есть вы можете стать бизнесменом либо бизнесвумен, открыть какое-то новое дело, собрать возле себя единомышленников, очень сильно разбогатеть. И, кстати, неважно, сколько вам лет, да, быть в центре внимания. То есть вы будете абсолютно публичной личностью. Вторая же дорога, она отличается тем, что там вас будут вести, то есть появится вот человек, который будет вас вести за собой, и вы будете как под надежной защитой. То есть вы будете скрыты вот от публичной жизни, вы не будете на паблике, вы не будете в комьюнити. Да, у вас будет свой круг общения, скорее всего, там самые близкие друзья и семья. Но здесь жизнь очень спокойная и очень размеренная. Вы будете выбирать свое время, да, кем я стану: активным человеком, деятельным, либо я вот буду жить именно тихую, спокойную жизнь. И тот, и другой выбор, они адекватные, они разные, понятно, да, вот по сути, по смыслу они разные, но то, что и то будет для вас хорошо, это 100%. Подарок судьбы и заключается в том, что при возможности выбора, который вам дается, и тот, и другой вариант абсолютно для вас хорош, да, ничего плохого не несет, только лишь хорошее, позитивное. Вот это вот такой вот подарочек, очень необычный, очень замысловатый, но, как по мне, так это замечательно, когда человек сам имеет право Творца и выстраивает свою линию жизни и свое будущее. Люди, которые кармические, меня прекрасно поймут. Там, вот, знаете, можно планировать, можно там думать, что-то настраивать себя, но как распорядиться Вселенная, высшие силы, так ты и будешь на том месте сидеть, либо в той стране, либо в том направлении двигаться, куда тебя поведут, а не туда, куда ты хочешь. Так, дальше подарок. Подарок, вот, смотрите, какой самый главный, центровой подарок. Подарок, который вы получите совсем скоро. Подарок наполнения. Человек наполняется. Человек получает... Либо здесь свободу от кармы вы получите, если вы кармический человек, либо вы получаете исполнение того, о чем мечтали, может быть, многие годы, может, да, там 5, 10, 15, 20 лет мечтали. Вот была у вас мечта, вы эту мечту холили и лелеяли. Кто-то вообще уже забыл про свою мечту, кто-то сдался, ну а кто-то каждый день надеется на то, что мечта исполнится. Да, вам дадут, причем вам дадут, прям в руки упадет эта мечта, неожиданно, нежданно, негаданно. Может быть, она будет немножечко в видоизмененной форме, как бы адаптирована для вас, да, вот, чтобы вы могли не растеряться, не упустить, а именно вот для вас вот идет она, да, адаптация идет для вас, под вас. А вы, мои дорогие, получаете, потому что здесь человек наполняется, человек получает. И смотрите, еще может быть такой момент, что вы жили в каких-то, ну, это утрированно, да, вариант. Вы жили, например, с человеком, который вас, ну, там, грубо говоря, мучил и обижал, да. И вы, например, были зависимы полностью от этого человека и не знали, как вам уйти, расстаться, развестись. Вот у вас тоже будет исполнение. Вы получите свою свободу, причем как-то неожиданно, понимаете, вот человек просто собирается, забирает все свои там, не знаю, там пожитки, да, и исчезает из вашей жизни, вот вплоть до такого. Ну, а вы остаетесь и празднуете свою свободу и новую жизнь. Также момент может быть, что человек входит в вашу жизнь, да, человек, о котором вы очень долго мечтали, очень долго ждали и надеялись, что этот человек придет, да, и человек вот в один момент приходит, там, я не знаю, там, с чемоданчиком и говорит: все, теперь я твой и буду только с тобой. То есть этот момент тоже есть. Либо, например, вы можете с кем-то примириться, с кем вы враждовали и уже с кем потеряли все контакты, связи, да, и практически даже смирились с этой ситуацией. Но у большинства, конечно, идет как исполнение мечты, огромной такой мечты, желания, вот мечта всей жизни, там, да, голубая мечта, розовая мечта, вот как их там обычно называют. Это именно просто огромная звезда, которая исполняет. Вот то, что так сильно хотели, то, о чем так много мечтали, именно эта ситуация будет преисполнена. Причем в смысле именно
преисполнено, то есть исполнено намного больше, чем хотели, нуждались, либо мечтали. Так, мои дорогие, здесь у вас венец, это на ваше будущее, это подарок, который получите в будущем. Здесь счастливая пара, женщина, мужчина при чаше любви. Причем рак такой, знаете, вот он как идет свыше идет. Две души заключают контракт и сходятся, сливаются в единое целое, в едином порыве они живут. Смотрите, это для молодых людей несет за собой череду рождения деток. Здесь будет мальчик и сын, рожден в этом браке. Для тех, кто уже не в детородном возрасте, здесь будут два начинания. Возможно, вы там, не знаю, сад разобьете и откроете свой бизнес. Либо вы, я не знаю, какое-то общее хобби, увлечение. То есть два начинания, которые будут в вашей жизни. Причем как бы одно как бы с мужской энергетикой, другое с женской энергетикой. Вот эти моменты я у вас вижу. Кстати, еще момент очень важный по поводу пожилых людей. Вот если вам пожилой человек очень дорог, и человек себя плохо чувствовал, этот человек, он получит возможность благодаря вам, да, благодаря вашему желанию себя почувствовать лучше, либо получить какое-то, может быть, успокоение, может быть, какую-то благостность, да, то есть, ну, всякие ситуации бывают, да. Либо человек, например, был в раздрае, пожилой человек, дорогой вам, но человек в раздрае, постоянно там негативил, истерил и прочее. Человек успокоится. Я вижу, что человек абсолютно доволен, и вы довольны за этого человека. То есть вы уже на него не смотрите, не оглядываетесь, понимаете, что ситуация решена. Также, если у вас, кстати, были конфликты с родственниками, вот просто у меня тут два человека, один прямо стоит, другой вверх ногами висит, то есть недопонимание, прям такое катастрофичное недопонимание между родственниками, то эта ситуация тоже будет сглажена. Причем сглажена в качестве вот дара Вселенной. То есть вам помогут обрести ту мудрость, то знание, ту способность коммуникации, которая позволит сгладить все острые углы. И между родными, любящими сердцами воцарится гармония. Гармония и принятие друг друга, мои дорогие. Знаете, песочек такой необычный вышел, может быть, немножечко философский, но я за вас рада. Я вижу, что подарки, они смысловые идут. Не просто так, вот хочу, на, получи. Нет, здесь именно идет смысл, и здесь с заходом на всю вашу будущую жизнь, чтобы прям, знаете, вот как дорожку вам выстилают, да, на будущее. И мне это очень нравится. Я за вас очень рада и желаю, чтобы поскорее это все исполнилось и вас, конечно же, порадовало. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.